Калининграде состоялся чемпионат России по кикбоксингу. Сибайский спортсмен, воспитанник клуба «Шанкар» Азамат Мусин одержал абсолютную победу и стал чемпионом России, тем самым в 4-й раз подтвердив свой титул. Соперники все сильные, потому что чемпионат России, в весе был у меня 18 человек. 4-й соперник был с Волгограда, Дмитрий Луниченко, тоже хороший соперник. План на бой мы ставили с тренером, все время поддавливать его, потому что очень скоростной парень, быстрые руки, быстрые ноги, и нужно было все время сконцентрироваться, все время внимание, только лишь бы не пропустить удары и сделать свою работу. У меня все получилось, своим результатом доволен, потому что я долго к этому готовился, проделывали огромную работу на подготовку. Спасибо. В Сибае прошел 3-й этап Кубка Зауралья по шахматам среди взрослых. Участие в состязаниях приняли более 30 человек из Сибая, Бурзянского, Абзелиловского, Зилаирского, Баймакского и Хайбулинского районов. По результатам игр сразу 2 ступеньки пьедестала завоевали сибайские шахматисты. На первом месте Шамиль Имангулов, на втором Мурат Яналин. В Троицке прошел турнир, посвященный 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Сибайская хоккейная команда «Горняк-2005» под руководством тренера Тимура Тагирова стала обладателем Кубка турнира и золотых медалей. Юные хоккеисты уверены, что это только начало. В Магнитогорске прошли чемпионаты первенства Челябинской области по карате ДЖКС, посвященные Дню Победы. На татами встретились хозяева соревнований и их соперники из Новотроицка, Южноуральска, Орска, Оренбурга, Копейска и Сибая. 116 участников сражались в личных и командных первенствах. По итогам сибайский клуб традиционного карате «Джион» занял общекомандное 3-е место. В минувшие выходные на стадионе «Труд» прошел финал очередного Кубка города по мини-футболу. Всего в соревнованиях приняли участие 10 команд, которые были поделены на 2 подгруппы. По результатам стыковых матчей в полуфинал прошли 4 команды. С подгруппы А у нас вышли команды. С первым местом вышла команда «Дюж-2000», со вторым местом команда «Олимп». Из другой подгруппы вышла команда с первым местом «Шахтостроитель» и со вторым местом «Шанкар». Между собой они встретились в полуфинале. У нас играли команда «Шахтостроитель» и «Олимп» за выход в финал. Была очень интересная игра, напряженная до последнего. Игра закончилась со счетом 2-2, и только по пенальти «Шахтостроитель» сумел выйти в финал. Та игра была достойна финала. Во втором полуфинальном матче там победила команда «Дюж-2000» со счетом 4-2. Финальные игры выявили победителей. Обладателем Кубка города по мини-футболу стала команда «Шахтостроитель». Серебро у сборной ДЮСШ-2000 и бронзу у команды «Олимп».